Рахмет, Гүлмира Төлетауовна, жақсы бір тәжірибемен бөліскеніңіз үшін. Рахмет, әріптестерімізге тиімді болды деп ойлаймын, ал біз ары қарай келесі спикерға сөз берейік. Коллеги, перед вами сейчас выступит наша коллега, учитель начальных классов, это учитель Северо-Казахстанской области, работает в школе-гимназии имени Батыр Баян. Сегодня перед вами она представит мастер-класс на тему приемы формирования читательской грамотности в начальной школе. Вы понимаете, да, что это тоже тема очень актуальная. Сейчас очень много детей испытывает трудности именно в работе с текстом. Раз мы говорим, что трудности испытывают именно в работе в тексте, то есть это показатель низкий уровень читательской грамотности. Я думаю, что мастер-класс Светланы Анатольевны, которая перед вами сейчас выступит, будет полезен для вас, поэтому готовьте вопросы, будьте более активными и делитесь опытом. Вам удачи, и микрофон передаю вам. Светлана Анатольевна Игнаткина. Спасибо, коллеги. Все, мою презентацию видно? Сделайте слайд-шоу, чтобы на весь экран было. Слайд-шоу, ага. Нет, не там нажимайте. Слайд-шоу. В верхней строке, рядом анимация, рядом слайд-шоу написано. Нет. Нет, не надо создавать слайд. В верхней строке слайд-шоу. Оно загораживается здесь этим самим. Да. Ага, все. Сначала. Да, сначала. Все, спасибо большое. Все, отлично. Уважаемые коллеги, всем добрый день. Я Игнаткина Светлана Анатольевна, учитель начальных классов школы-гимназии имени Батыр Баяна города Булаева, района Макжана Жумабаева, Северо-Казахстанской области. Сегодня я хочу поделиться с вами своими наработками по формированию читательской грамотности учащихся начальной школы на уроках литературного чтения, как важного умения, которое определяет успех ребенка не только в учебе, но и в дальнейшей жизни. Существует много способов и приемов, способствующих развитию читательской грамотности. Конечно же, приемы должны соответствовать и возрастным особенностям учащихся. Свое выступление я хочу начать со слов выдающегося педагога Константина Дмитриевича Ушинского. Читать – это еще ничего не значит. Что читать и как понимать прочитанное – вот в чем главное дело. Ключевыми словами моего выступления сегодня являются такие слова, как функциональная грамотность, читательская грамотность и читательские умения. Мы живем в эпоху стремительного развития информационных технологий. Каждый день, включая детей, взрослых, ежечасно обрушивается большое количество информации, то есть можно сказать, что это бесконечный поток. И если раньше этой информации были только источники газеты, журналы, телевидения, то в данной ситуации, в наше время, это, конечно, еще и всемирная глобальная сеть. Актуальность данной темы данной проблемы обусловлена тем, что идет процесс снижения читательской грамотности, процесс снижения к чтению и также к книге. Ни для кого не секрет, наверное, что хорошо учится тот ребенок, который хорошо читает, а неумение хорошо читать приводит к возникновению трудностей при выполнении разного вида заданий. Что же такое функциональная грамотность? Это умение применять в жизни знания и навыки, полученные в школе. Это уровень образованности, который может быть достигнут за время школьного обучения, предполагающий способность решать разные жизненные задачи в разных ее сферах. И, конечно же, базовым навыком функциональной грамотности является читательская грамотность. Словосочетание «читательская грамотность» появилось в контексте международного исследования, международного тестирования в 1991 году. В исследовании ПИЗа читательская грамотность характеризуется как способность человека понимать и использовать письменные тексты, размышлять о них и заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и возможности участвовать в социальной жизни.
Раскрыв понятие читательской грамотности, можно сделать следующий вывод, что для того, чтобы опереться на чтение как основной вид учебной деятельности в школе, у детей должны быть сформированы специальные читательские навыки, то есть умения, которые необходимы для полноценной работы с текстами. Начав работу над данной проблемой, я поставила перед собой такую цель. Развитие мыслительных навыков учащихся, необходимых не только в учебе, но и в дальнейшей жизни, умение применять взвешенные решения, работать с информацией, анализировать различные стороны явлений. Для достижения данной цели я определила следующие задачи. Научить осознанно, правильно и выразительно читать, извлекать из текстов интересную, полезную информацию, самостоятельно выбирать книги для чтения, также работать с разными источниками информации. Здесь входят и справочники, и словари, и, конечно же, в том числе информация на электронных носителях. Вызывать оценочные суждения о прочитанном произведении, развивать потребность в чтении, как самостоятельном, так и инициативном, посредством использования разнообразных форм неклассной деятельности, развивать читательскую компетентность учащихся через уроки литературного чтения и организацию внеклассной деятельности. В начальной школе выделяется несколько этапов формирования умений работы с текстом. Значит, на первом этапе, то есть первый класс, я обучаю детей читать и понимать смысл прочитанного. Во втором классе я работаю учу работать детей с текстом, пересказывать, делить текст на части, составлять план к тексту, выделять опорные слова, определять героев, создавать характеристику их личности и поступкам. В третьем-четвертом классе я обучаю детей находить информацию, давать собственную оценку прочитанному, выделять главную и второстепенную мысль в тексте, сопоставлять свои убеждения с жизненными позициями персонажей и также прогнозировать содержание, сравнивать с похожими произведениями, похожих жанров и с их содержанием. Чего же я жду от своих учащихся? Значит, освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста, воспитание интереса к чтению книги, овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой, воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в художественной литературе, сформированность нравственных ценностей и эстетического мышления младших школьников. Формировать читательскую грамотность необходимо начинать с первых ступеней школьной жизни на любом уроке. Но, однако, базовым предметом для этого является урок литературного чтения. Цель уроков литературного чтения в начальной школе состоит не только в обучении детей чтению художественной литературы, подготовкой к ее систематическому изучению в средней школе, но и формирование интереса к чтению, а также владение приемами разными понимания прочитанного. Приемов и заданий, направленных на формирование результатов в области читательской грамотности в начальной школе, их очень много. Я хотела бы сейчас предоставить вашему вниманию лишь некоторые из них. Предлагаю посмотреть вам сейчас практическую часть, пример моего урока. Это урок литературного чтения в 4 классе, произведение Виктора Астафьева «Царь-рыба» в разделе «Окружающей среды». Сейчас на экране вывела опорные слова. Посмотрите внимательно и порассуждайте сейчас в группе. Как вы думаете, о чем мы сегодня будем читать произведение? Все, хорошо, молодцы. Я вижу, вы закончили работу. Итак, пожалуйста, первая группа. Что вы выяснили, о чем будет данное произведение?
Нам кажется, что в этом тексте говорится про биогенеры дурака, который незаконно ловит людей. Хорошо. Так, третья группа, пожалуйста. Нам кажется, то, что в этом тексте будет говориться про нарушителя, который будет нарушать законы и заниматься браконьерством. Так, хорошо, молодцы. Так, кто закончил в сигнале? Угу. Кто закончил в сигнале? Так, все группы закончили? Начали работу в группе? Итак, пожалуйста, ваша группа закончила первой. Светлана Анатольевна, мы не видим ваши видео, только слайды. Слышим голос ваш, а видео нету. Ага. Поделиться опять поделиться экраном. Нет, сюда надо ограничить. Вот сюда надо ограничить начало. Поделиться опять экраном. Поделиться и выбрать окно видео. Вот. Поделиться. Всё. Посмотрите внимательно и Простите, видно? так, видно теперь, да? Сейчас в группе. Как вы думаете, Да, видно. мы сегодня будем читать произведение? Все, хорошо, молодцы. Я вижу, вы закончили работу. Итак, пожалуйста, первая группа. Что вы выяснили, о чем будет данное произведение? Нам кажется, что в этом тексте будет говориться про биогенеры дурака, который будет незаконно ловить людей. Хорошо. Так, третья группа, пожалуйста. Нам кажется, то, что в этом тексте будет говориться про нарушителя, который будет нарушать законы и заниматься браконьерством. Так, хорошо, молодцы. Так, кто закончил в сигнале? Кто закончил в сигнале? Так, все группы закончили? Начали работу в группе? Итак, пожалуйста, ваша группа закончила первой. Чем вы ассоциируете? Кто у вас будет защищать? Выходите сюда. С великой рыбой, с браконьерством, и та рыба большая, великая рыба. Хорошо, молодцы. Ваша группа, пожалуйста. Свою корзинку. Тему большая рыба с очень редкой и великой рыбой. Редкая рыба, большая рыба и королевская рыба. Так, хорошо, молодцы. Так, ваша группа. Здесь магнитик есть. Прикрепляйте. Там магнитик есть, ребят. Та рыба, большая, огромная рыба, которая стоит в водой, очень большая, редкая и величественная рыба. Корона рыба. Кстати, очень хорошо. Молодцы, хорошо. Так, ваша группа. Магнитик, Саш, там есть. Так, верно? Хорошо, молодцы, садитесь. Так, ваша группа, пожалуйста. Большая редкая рыба и королевская рыба, и просто большой рыба. Не просто большой рыбой. Так, хорошо. Молодцы. Ну а сейчас я предлагаю, ребята, вам начать читать данное произведение. Итак, открываем учебники на странице 72. Находим данное произведение. Это произведение дано не полностью, а отрывками.
Я сейчас предлагаю вам прочитать первый отрывок. Вы будете это делать в парах, по моему сигналу начнете работать. Когда услышите очередной сигнал, поменяетесь ролями. Тот, кто читал, будет слушать, тот, кто слушал, будет читать. Затем вы должны ответить на два вопроса. Значит, сначала один задаете вопрос по содержанию первой части, а второй вопрос задаете на прогнозирование, что же будет, о чем будет говориться в продолжении, то есть во второй части. Меняемся. Мгм. Так, хорошо. Хорошо? Молодцы. Так, закончили. Еще раз напоминаю. Значит, один вопрос на понимание прочитанного задаете, а второй вопрос на прогнозирование. То есть о чем будет говориться во второй части. Так, начали также работать в паре. Так, хорошо. Здесь? Угу. Здесь? Хорошо. Молодцы. А сейчас оцените, пожалуйста, своего соседа. Смайлик сколько правильно понял ваш сосед содержание первой части и насколько он сумел прогнозировать вторую часть. Так, хорошо, молодцы. Я предлагаю вам поработать, применить такой прием, который называется, вспоминаем, толстые и тонкие вопросы. Конечно. Я сейчас каждой группе раздам кубик, грань которого у вас будет на парте. Вы составите для другой группы по 2 вопроса, а затем мы передадим эти вопросы следующей группе. Так, и когда? Можно устно составить эти вопросы? Да. Какой тем? То надо иметь одну волю. Хорошо, второй. Угу. Угу. Так, третье. 2 группы осталось. Угу. И осталась 1 группа. Слушаем. Кубик, показывает какой вопрос, чтобы они видели. У нас вопрос почему? Почему Игнатьевич боялся недовольный Винодора? Хороший вопрос. Угу. Слушаем. Потому что он незаконно ловил рыбу. Так, это верный ответ? Хорошо. И второй вопрос. Почему Игнатьевич не хотел стать рыбой? Потому что эта рыба попадается в раз в жизни. И то редко. Угу. Амир, есть что дополнить? Рыба попалась очень большая и попадается раз в жизни. Хорошо. Сейчас ключевым словом нашего урока сегодня является какое слово? Царь рыба, конечно. Я предлагаю вам сейчас составить синклей с этим словом. Царь рыба. Листочки у вас лежат на парте. Верно?
Так, молодцы. Молодцы. Опустили руки. Опустили руки. Итак, пожалуйста. Так, первая группа. Ваш синклейн читаете, а потом прикрепляете. Слушают все. Старая рыба, большая, редкая, попалась, цепилась, освободилась. Старая рыба редко попадается, и синоним старая рыба. Молодец, прикрепляйте. Хорошо. Так, вторая группа. Ваш синклейн. Старая рыба, Пожалуйста, ваш синклейн. рыба, большая, редкая, плывет, живет, сопротивляется. Старая рыба очень большая, и королевская рыба. Замечательно, молодцы. Так, прикрепите. Давайте вот сюда, Алина. Хорошо. Так, ну что, я предлагаю, ребята, сейчас подвести итог нашего урока. Я сейчас на экране вывела опорные слова. Посмотрите внимательно. Вижу, что помогут. Да? Так, что, посмотри. Так, что? Угу. Ну что ж, уважаемые коллеги, я сейчас хочу немножечко прокомментировать, какие приемы я использовала на данном уроке. На этапе предтекстовой деятельности я использовала прогноз по ключевым словам. Далее, здесь же на предтекстовой работе я использовала корзину идей совместно с приемом прогнозирования. Следующий этап – это текстовой деятельности. Здесь я использовала прием чтения с остановками. Этот прием направлен на развитие осознанного чтения и на анализ навыков чтения. Суть приема заключается в том, что текст читается по частям с остановками, во время которых учащиеся прогнозируют дальнейшее развитие событий, задают вопросы, а также обсуждают прочитанное или выполняют задания. На этапе посттекстовой деятельности я применила прием из технологии критического мышления «Толстые и тонкие вопросы». Это прием, который помогает развивать аналитическое мышление, читательскую грамотность и умение задавать вопросы разного уровня. Тонкие вопросы, они предполагают однозначные ответы, то есть основанные на фактах, а толстые вопросы – это проблемные вопросы, предполагающие неоднозначные ответы, требующие обстоятельного ответа. Также я хочу еще пояснить прием Синквейн, который был на посттекстовом этапе использован. Это уже, конечно, идет на развитие умения учащихся выделять ключевые понятия в прочитанном, выделять главное. Это носит творческий характер. Полученные знания ребята проявляют вот именно в этом приеме. Еще я хочу поделиться с вами таким приемом, который я очень часто тоже использую в своей работе. Этот прием называется афиша. Данный прием можно использовать после знакомства с произведением, предложить детям создать афишу по данному произведению. Вот этот прием очень удачно в прошлом году мы использовали на уроке литературного чтения в 3 классе, когда изучали произведение Драгунского «Девочка на шаре». Этот прием тоже носит творческий характер. И еще один прием, который очень любят мои ребята, это прием QR-код. Детям раздаются наглядности в виде книжки с QR-кодом, в котором закодированы тексты и, конечно же, вопросы к тексту, по которым они будут работать. В работе используются не только художественные тексты, но также использую и научно-познавательные. В 4 классе я усложняю работу с текстами, то есть мы уже начинаем работать по 6 уровням таксономии Блума. Это на знание, понимание, применение, анализ, синтез и оценку. Ну, вот такого образа, вот у меня здесь есть вот такие книжечки с разными
текстами, они разного цвета, пронумерованы. Вот такие книжечки использую в своей работе, тоже с QR-кодами. Вот ребята с увлечением работают с такими книжками. Ну и вот здесь на экране на презентации есть книжечка-раскладушечка, на которой даны 5 текстов. Ребята прорабатывают и знаком плюс отмечают уже проработанные ими тексты. Таким образом, хочу сказать, что системная и последовательная работа по развитию читательской грамотности позволяет воспитывать вдумчивого, критически мыслящего читателя, готового к дальнейшему обучению и успешной адаптации в современном информационном обществе. И подводя итог своего выступления, хочу сказать, что у учащихся моего класса наблюдается положительная динамика в развитии читательской грамотности, а именно понимание прочитанного, преобразование, интерпретация и, конечно же, анализ и оценка данной информации. И появился читательский интерес. Ну, как вы, наверное, уже понимаете, эту работу я веду, начиная с 1 класса поэтапно. Спасибо за внимание. Если у кого-то есть вопросы, пожалуйста, я буду слушать и постараюсь Спасибо ответить. большое, Светлана Анатольевна. Да, очень актуальная проблема. Я думаю, что коллеги получили важную информацию, да. Один из самых эффективных способов сейчас вот при формировании, при развитии функциональной грамотности, это да, приучить учащихся задавать вопросы и отвечать на них на высоком уровне. Спасибо большое, что поделились своим опытом. Әріптестер, сұрақтарыңыз болса қоюларыңызға болады. Осымен бүгінгі біздің сессия залындағы шеберлік сыныптар бағдарлама бойынша спикерлер өз тәжірибелерімен бөлісті. Сіздер үшін өте тиімді болды деп ойлаймын. Қажетті ақпарат, тәжірибе алмаса алдыңыздар. Сондықтан барлықтеріңізге көптен көп рахмет. Сұрақтарыңыз болмаса, қазір барлықтеріңіз общий залға шыға беріңіздер.